Нагадай свое счастье. Сегодня мы с вами погадаем на очень интересную тему: решится ли денежный вопрос. То есть вот какой-то стоит финансовый, денежный, там, не знаю, вопрос, да, перед вами. Допустим, дадут ли вам там, не знаю, кредит в долг или какие-то суммы, может, должны прийти, придут ли эти деньги, не придут, кто вам поможет и так далее. То есть, может быть, вы хотите там, не знаю, переехать, да, а денег нет. То есть вот мы посмотрим, решится ли этот финансовый вопрос, решится ли денежный вопрос. Вот, давайте узнаем ответ. Первая карта покажет вашу проблему. То есть, что за денежная проблема, примерно энергетически, да, вот как видят ее высшие силы, что за денежная проблема вас так интересует, да, вот именно энергетически, как она выглядит, эта проблема. Ну, то есть, может быть, она очень сложная, да, может быть, не такая сложная. То есть, вот как она вообще выглядит для высших сил. Итак, значит, первая у нас будет вот такая блестящая тыква. Сначала я думала, это яблоко, но все-таки тыква. Второй вот листик вот такой вот красивый, тоже блестящий, да. И третья у нас будет свекла. Вот почему-то я выбрала, не знаю, но вот так. Первая, вторая, третья позиции. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, а потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с первой позиции, остальные я убираю в сторону. Решится ли денежный вопрос, который вы имеете, да, вот какую-то проблему денежную перед собой, какой-то вот денежный вопрос. Итак, как видят высшие силы ваш денежный вопрос, мы здесь видим иерофанта. Иерофант показывает чаще всего какой-то официальный денежный вопрос. То есть, вот знаете, когда... Ну, допустим, это связано с какими-нибудь органами управления, власти или банковской сферой, может быть, или с каким-то авторитетным лицом, которое может как-то решить этот денежный вопрос. Также этот денежный вопрос как будто бы вам по праву. Ну, то есть вы имеете на это право. Поэтому выпадает иерофант. То есть вы задаете какой-то вопрос, да, про деньги, но вы на них имеете официальное право. Вот так. Или на эту помощь имеете какое-то кармическое право. Вот. Давайте посмотрим, а как решится этот кармический вопрос. И первое, что мы спросим, вот вы загадаете срок, в какие сроки вам кажется, он должен решиться, этот вопрос, да, и вот решится ли он в эти сроки, вообще в принципе. Давайте узнаем, решится ли вопрос в эти сроки, которые вы здесь спрашиваете. Умеренность. Чуть-чуть дело затягивается, да, но опять же, умеренность – это карта исцеления. Да, это медленная карта. Она говорит о том, что вопрос может решаться денежный медленнее, чем вы думаете, но опять же, это гарантированно то, что он решится, понимаете? Да, вот дело как бы так резиново затягивается, да, но опять же и исцеляется, вот медленное исцеление идет. Чуть позже, чем вы загадываете, но решится этот вопрос. Как он решится и с помощью, может быть, кого, давайте узнаем. Ага, тут у нас королева мечей падает. Вы знаете, какая-то женщина помогать будет решить вам вопрос. Она даст вам деньги. Через женщину вам приходят большие деньги. А еще вторая женщина. А вообще тут, знаете, так интересно, если вы женщина, как бы одна женщина передает другой женщине деньги, да? Вот так получается. Здесь у нас, значит, королева мечей, королева пентаклей, между ними туз пентаклей. Сразу же видно, да, что одна женщина другой женщине передает крупную сумму денег. То есть здесь, да, здесь может королева мечей прям решить ваш вопрос. Но тут еще такой момент есть, что если вы мужчина, то, скорее всего, одна женщина передаст деньги другой женщине, или как-то через нее, да, и это уже вот королева пентаклей отдаст деньги вам и решит ваш денежный вопрос. Поэтому тут люди решают эти вопросы. Тут деньги исходят от людей или через должностные лица женского пола. Но видно, что этот вопрос решится. Пусть с затяжкой, пусть это, но зато полностью исцеляется с помощью умеренности. Ангел-хранитель
бережет вас. Причем Иерофант, еще раз повторяю, говорит о том, что это положенные для вас деньги. И действительно эти деньги вам кармически, как говорится, предоставлены судьбой. Вот. И более того, вы имеете на них как бы право. Ну, такая интересная первая позиция. В общем, я думаю, что здесь все, конечно, решится очень благополучно. Так, хорошо. Идем дальше. К третьей позиции. Ой, ко второй позиции. Я уже в третью перешла. Все. Листик, значит, листик. Ваш денежный вопрос. Вот вы тут загадали какой-то денежный вопрос, как он разрешится ли вообще. И первая карта показывает, как высшие силы видят ваш денежный вопрос. Повешенный. Очень сложный денежный вопрос, говорят высшие силы. Без жертв это не решится. Ой. И, во-первых, а во-вторых, карта показывает, что, может быть, на эту ситуацию нужно было бы посмотреть иначе, потому что вы неправильно смотрите на ситуацию, и поэтому вопрос не решается так быстро. Вы буквально подвешены из-за этого денежного вопроса, вы находитесь в какой-то стагнации, вы находитесь в ограниченных условиях, и этот денежный вопрос буквально мешает вам жить, скорее всего. Из-за этого вы не можете двигаться по жизни так, как вам это нужно, да? И высшие силы считают вопрос подвешенный и очень сложный, именно сложный. Он требует от вас дополнительных усилий, он требует от вас вложения энергии. Загадайте срок. Решится ли этот денежный вопрос в такой-то срок? Мы сейчас ответим с помощью карты Таро. Итак, решится ли этот вопрос в такой-то срок? Вышла карта Шут. Я бы сказала, что да. Вы освободитесь, да? То есть мы видим повешенного, который говорит о том, что вы в абсолютно ограниченных условиях находитесь. В течение срока, который вы загадали, вы становитесь свободными. Вы полностью освобождаетесь от этого вопроса и идете по жизни с улыбкой, да, то есть в новый путь. И вот именно слово «свобода», да, слово вот такое, как сказать, приключение, такое жизненное приключение, свободная жизнь, окрыленность такая, да, новый путь, открыты новые двери, новые возможности. Здесь решается вопрос. Давайте узнаем, как он решится, этот вопрос. Может быть, кто-то вам поможет, может, что-то вам поможет, может, вы сами себе поможете. Тройка пентаклей. Ну, тут ваша работа много решает. Или какой-то коллектив. Может быть, чья-то совместная работа. То есть ваша совместная, допустим, работа с членами вашей семьи, там, или с любимым человеком, или с друзьями. Либо вот ваша работа, восхищается вашим мастерством, и вопрос решается именно с помощью работы, бизнеса. Так интересно. Девятка жезлов показывает, что вам придется настаивать. А король мечей говорит, что поможет еще и мужчина какой-то. То есть вам, знаете как, с одной стороны поможет ваш профессионализм, да, вот с одной стороны. С другой стороны выдержка, то есть вам прям придется терпение проявить. И с третьей стороны мужчина, возможно, знака воздуха или просто властный такой, мощный король мечей вам поможет. Вот тут участники, да, такие участники. Но в первую очередь, да, все решает вообще ваша работа. Вот очень много решает работа или бизнес. Или командная работа, то есть совместно с кем-то. И этот кем-то, кто-то, да, это король мечей. Вот. Ну, в любом случае, все решается именно в срок. Вот это вам надо знать, да, это очень важно, что вы должны проявлять упорство, вы должны на все посмотреть иначе. Вы должны работать и трудиться, чтобы это решилось. Вы должны стоять на своем, чтобы это решилось. И просить помощи у короля мечей. И у вас все действительно получится. Все в срок получится. Вы станете свободной личностью, которая наконец-то вырвалась из положения повешенного. Поэтому я считаю, здесь большой вас ждет успех. И действительно все будет очень хорошо, все успешно. Вы молодцы. Ну, вот такая позиция у нас номер 2. А мы идем дальше. Третьей позиции свекла. Итак, у вас стоит какой-то денежный вопрос, да? Может, вы хотите уехать, переехать, может, вы хотите, там, не знаю, сменить работу, может, кто-то вам должен, может, вы хотите взять ипотеку или кредит. Как решится этот денежный вопрос? И первая карта, как выглядит энергетически этот денежный вопрос для высших сил.
Рыцарь жезлов. А вот он выглядит энергетически заряженным, этот денежный вопрос, веселым, задорным, да, вот именно как будто он уже решается, и все двигается вперед, и зависит, возможно, от какого-то яркого человека мужского пола, у которого очень много огненной энергии, да, есть порох в пороховницах. И, может быть, ради этого денежного вопроса нужно куда-то ехать, например, или этот вопрос касается действительно дороги. Но это очень такая классная карта. Высшие силы именно видят позитивным этот денежный вопрос, уже сразу позитивным. Что он решаемый, да, вот они видят его легко решаемым. Вот так. Загадайте срок. Решится ли этот денежный вопрос в тот срок, который вы здесь загадали, да? Решится ли этот денежный вопрос в тот срок, который вы загадали здесь? Ой, конечно, решится. Это безусловно, безусловно. Та сумма, которую вы загадали, или тот денежный вопрос, решится очень успешно в тот срок, загаданный вами. И вообще все будет очень хорошо, солнце выпало. Тут это однозначно прям решается в срок. Давайте теперь узнаем тогда, да, а как вот это все будет происходить? Ну, вот кто решит, что может, как, сами, может быть, или работа там, или какой-то человек поможет решить. Как это все будет происходить-то? Туз жезлов. Прям яркая возможность такая, да, появляется. Инициатива чья-то. Рыцарь мечей. Вот мужчина, я же говорю, какой-то человек мужского пола решает этот вопрос. И женщина, королева кубков. Или знаете, как еще? С инициативой мужчина несется к женщине, и это решает этот денежный вопрос. Здесь вообще многое зависит от какого-то рыцаря. Карты показывают именно человека, который несется во весь опор, торопится куда-то, чтобы показать, что он может решить этот вопрос. Здесь нужно хвататься за любые возможности, нужно вести диалог. И здесь явно видно, что человек прям вот как будто бы имеет все шансы решить вопрос. И кто-то хочет вам прям предоставить, кто-то хочет вам помочь. Кто-то даже рвется сделать так, чтобы вот это все решилось. Понимаете? Тут могут участвовать либо два человека, либо один к другому открывается с этой возможностью. Но то, что этот вопрос решается быстро, то, что этот вопрос решается в срок, и может даже раньше срока, и то, что кто-то хочет это сделать, это совершенно точно здесь, как говорится, вот не то, что вот прям пальцем щелкнут, но возможности обязательно будут. И очень даже хорошие. Вот такая вот у нас вышла интересная третья позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.